Киностудия Сокт Синема представляет совместно с телевидением СМ1 фильм посвящен десятилетию принятия закона Республики Таджикистан об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Теснина. Всем, кто слышит, добро пожаловать в дом Али-шофера на туй обрезание его сына. Не говорите, что не слышали, не говорите, что не знаете. Эй, Умар-ака! Эй, вы тут? А кто вскипятит чай? Ах, да. Давайте скорее, поторапливайтесь. Да-да, сейчас иду уже. Да, глухому тоже тяжело. Здравствуйте. Будьте здоровы, дорогой учитель. Будьте здоровы. Здравствуйте, Умар-ака. День добрый. Как у вас? Все нормально? Плов. Не забудьте про плов. Да, конечно, пойдем. Обязательно пойдем. Иди отсюда. Не говорите, что не поняли! Не говорите, что не слышали! Все в дом Али-шофера! На туй обрезание сына! Папа подарил, а? Иди умойся. На торжество пойдем. Мама, я повел овец к стаду, на пастбище. Возвращайся скорее, сынок. Что понесешь в дом Али? Подобрала хорошую ткань. Жене Али понравится. Цена. Цена. Они на торжество нашего сына нам дорогой подарок дарили. Я с утра до ночи тружусь. Все для хозяйства. А эта сумасшедшая готова меня голым по миру пустить. Все, я сказал. Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите.
Молодец. Молодчина. Эй, сюда принеси еще один чай. Благословляйте! Да благословит Аллах Мураджона и пусть продлит дни его. А ну-ка, разламывайте лепешки. Добро пожаловать. Пожалуйста, передайте плов. Это нам на двоих. Сгинь! Исчезни! Ты мой единственный сын, Арманджон. Я хочу, чтобы на твоем торжестве веселились все земляки. Ради этого я все сделаю. Поверь, сынок, твое торжество будет бесподобной. Это Армон, сын Мардона. Сын Мардона? Да. Мардон еще не вернулся? Нет, откуда? Говорят, он там уже давно женился. Бедная Разия тут совсем сбилась. Не может организовать сыну обрезание. Непутевый Мардон разве не смог там повременить с женитьбой? А Разие копейку не отправляет. Сын-то уже вырос, а до сих пор ходит необрезанный, испоганив село. Ему уж почти 10 лет. О боже, куда пропал этот мальчик?
Армон! Армон! Боже, куда пропал Армон? Остановитесь! Остановитесь! Что случилось? Что случилось? Вода унесла сына Мардона! Кого? Армон умер! Сбросился с моста в реку! Армон! Армон! Скорее, скорее! Заводи машину! Розия, что с тобой? Розия, дочка, успокойся. Успокойся. Успокойся, сядь сюда. Розия, возьми себя в руки. Давайте сюда, скорее! Армон! Армон! Нет, брат, не получится. А может, не продадим, папа? Нет, сынок, надо продать, иначе я не смогу поехать в Россию. Не езжайте в Россию. Не ехать никак не получится. Не ехать никак не получится. Мардалкул, дай руку. Вот, еще десяток добавил. Нет, брат, не получится. Продашь? Ну продай же, соглашайся. Соглашайся. Ты согласен? Нет, брат, не получится. Ну как, ты согласен? Ты согласен? Ну ладно уж, согласен. Давай, достань деньги. Достань деньги. Так, вы согласны на самом деле? Да, я согласен. Вот, все согласны. Теперь озолотите брата. Дайте мои заработанные. Вот. Вот. Чтоб встретились на свадьбе ваших детей. Будьте здоровы. Повезло тебе. Сейчас верну веревку. Марданкул, не грусти. За хорошие деньги продал. Слишком мало. Не хватит на поезд в Россию. Не хватит? Папочка, когда вы уедете, кто будет ухаживать за дедушкиным садом? Ну ты нашел себе место. Пойдем. Нет, я не пойду. Что случилось? Ты что делаешь? Негодник! Испортил людям торжество! Слава Богу. Слава Богу. Этот ребенок такой. Всегда портит людям праздник. Эх, неудачник!
Что было, то прошло. Скажите всем, пусть не расходятся. Эй, люди, гости, все на торжество. Очень всех прошу. Да оставь это торжество. Мама, Да, моя душа. когда вернется папа? Он вернется. Обязательно вернется. Все будет хорошо. Спи, сынок. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. Армон, не обращай внимания на слухи и сплетни. Нет, я не смогу. Почему не можешь? Я не обрезанный. Что с тобой, сынок? Все хорошо? Я больше не пойду в эту школу. Они все смеются надо мной. Ну и пусть смеются. Собака лает, караван идет. Я буду помогать вам и отцу, чтоб денег заработать. Мы как договаривались? Невзирая на слухи, должны отлично учиться. Мама, мамочка, сейчас для меня важнее, чтоб люди меня не упрекали, чтоб что-то брали с моих рук. Сыночек, ты ничем не хуже других. Вы это им говорите? В этом селе я хуже проказы. Не пойду в эту школу. Армон! Да. Можно я понесу вашу сумку? За сколько понесешь? 1 самани. Ну ладно, неси. Ну ты бы дал, я бы взял. Да ладно. Ну что случилось? Алло, я сейчас приеду. Эх, ребенок, не можешь нести, лучше не делай. Извините. Встань, я сам возьму. Лучше займись тем, что можешь делать. На, возьми. Не умеешь? Так скажи. Будь мужчиной.
Да, давай! Ребята, не мучайте осла. Эй, вы что делаете? Эй, да исчезните все отсюда! Иди домой. Тебя будут искать. Иди домой. Иди. Тебя будут искать. Уходи. Здравствуйте. Привет. Эх, вот где ходит этот негодник. Дядя Далол, это ваш осел? Да, мой. Чтоб он сдох. Зря кормил его. Не знаю, куда девать. Этот скот вам разве не нужен? Да кому нужен этот негодник? Ни к чему не пригоден. Может, его можно исцелить? Эй, Армончик, я давно занимаюсь скотоводством. Разных видел. Но этому ослу никто не сможет помочь. До смерти будет таким хромым. Хочешь? Забирай. Правда? Вы отдаете его мне? Правда? Да, бери, я опаздываю. Бери, Армончик. Понимаю, я сказала ему, но бесполезно. Объясните же ему. Он должен учиться в 3 классе, а учится в 1. Да, учитель, вы правы. Правильно, но то, что он пропускает уроки, это преступление перед законом. Я это понимаю. Завтра вас привлекут к ответу. Вы что тут делаете? Тут вам не школа. Я за тобой пришел, Армон. Сынок, душа моя, учитель правду говорит. Иди в школу. Сказал же, не пойду. Не пойду. Подожди. Зачем чужого осла в дом принес? Я спрашиваю, зачем чужого осла привел домой? Дядя Далол отдал. Что, Далол? Тот самый подлый? Скупой? Да он же родной маме ничего даром не даст. Чтоб утром прогнал этого хромого осла. Нет! Мы подходим друг к другу и вместе на базаре заработаем денег. Сынок, прошу, послушай меня. Ты еще ребенок. Многого не понимаешь. Этот слепой Далол, орехи он об нас расколет. Ты знаешь, кто он? Посредник. Весь базар купит со всеми людьми. Подашь один раз руку, так вовсе не отпустит. Это мой ослик. Я вылечу его. Здравствуйте, мастер.
Здравствуй. Проходи, мальчик. Что тебе надо? Нужна ваша помощь. Чем помочь, сынок? Нет, сынок. Твоему ослу даже сам святой Давид не поможет. Неужели? Мне сказали, что вы профессор этого дела. Не уставайте, мастер. Спасибо, дедушка Хаджи. Может, чаю? Будьте здоровы. Неужели ничего нельзя сделать? Сынок, этот ослик вряд ли выздоровеет. Неужели не выздоровеет? Поверь, мальчик, он парализован. Отведи его туда, откуда взял. Не трать ни свое, ни мое время. Пошли. Разве это не Армон? Армон, что ты делаешь? Я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Я же сказала, верни ослика. Да сдохнет он со своим осликом. Пастух Ашур сказал, что надо привязать здоровую ногу и отпустит больную ногу. Ослик вынужденно зашагает этой ногой. Да вы оба, и ты, и этот пастух с ума сошли. Спускайся сюда, не получится. Получится. Пастух сказал. Бери веревку. Ногу свяжи. Я подниму. Я подниму, сынок, а ты привяжи ногу. Хорошо. 1, 2, 3. Давайте, мамочка, еще чуть-чуть приподнимайте. Приподнимайте. Кузнец не смог. А мы с тобой разве сможем? Дядя Ашур сказал, что все получится. Пастухи знают, как вылечить все болезни животных. Если знает, тогда пусть сам и вылечит. Не может. Он сам больной лежит. Не расстраивайтесь, мама. Все будет хорошо. Козлик, не умирай. Скоро будет весна. Эх, вы всю жизнь упрекаете. Я не упрекаю, сынок. Ты еще ребенок. А этот ослик. Да какой же я ребенок? Вот, посмотрите. Поднимай. Эх, ха! Армон, вот видишь, не получится. Ох, чуть не умер. Сказала же, не получится. Получится. Дядя Ашур сказал, что получится. Получится. Не получится, сынок. Получится. Дядя Ашур сказал, что получится. Давай, в последний раз. Давай, поднимай, сынок.
Вставай! А ну-ка, ходи. Давай, мамочка! Давай, мамочка! Давай, ходи. Да ходи же. Да ходи же! Мамочка, ослик выздоровел! Ходи, ходи веселей! Мамочка, мой ослик выздоровел! 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 Мой ослик выздоровел! Мой ослик выздоровел! Эй, дядя Далол, куда вы? Ешьте самбусу, дядя Далол. Эй, брат Далол, кто заплатит за самбусу? Эй, брат! На, возьми. Спасибо. Что за чудо я вижу? Здравствуйте, дядя Далол. Здравствуй. Посмотрите, я вылечил своего ослика. Вижу, вижу. Видать, что ослик живучий. Да, теперь мне стало легче работать. Да, очень хорошо. Ну, ты пока поработай. Зарабатывай деньги. Денег зарабатывай. Денег, а там посмотрим. Передавай маме привет. Здравствуйте, мамочка. День добрый. Мы пришли. Доброго здравия, соседка. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Очень устал от ходьбы. Садись сюда, помолимся. Аминь. Пусть все благословится.
Пусть в этом доме будет торжество. Аминь. Аллах Акбар. Ну, как здоровье? Все нормально? Да, спасибо. Вижу, твой сын стал зарабатывать. Да, Армончик не боится работы. Да, с наставлением старших. Все это благодаря мне. Спасибо вам, дядя Далол. Извините, мне надо собрать эти мешки. Да, конечно, без проблем, пожалуйста. Только дядя не называй. Ведь я еще молодой. Арман Джон хороший ребенок, а не как его отец, который пропал в России. А как мой ослик? Да так же, как вы его подарили. Ну, это все от тебя зависит. От меня? Я тут при чем? Ну, как объяснить? Ослик тоже денег стоит. Особенно мой ослик. У него есть цена. Я посчитал, что Армон ежедневно на этом ослике зарабатывает почти 20 самани. Это же хороший доход. Ну я же сказала вам спасибо, дядя Далол. Не называй дядей. Ты хорошо знаешь, что в таких случаях простого спасибо мало. Не поняла? Не прикидывайся. Ты молодая женщина, красивая. Давно мужа нет. Может, тебе не хватает мужской ласки? Ты что делаешь? Да что ты говоришь, безбожник? Исчезни, чтоб ноги твоей здесь больше не было. Эй, не оскорбляй мое уважение. Исчезни, бесстыдный. Думай, а потом говори. Если я исчезну, мой ослик тоже исчезнет. Да забери своего осла и исчезни. Сам подобен ослу. Значит, чтоб я исчез, да? Да вы с голоду умрете. Значит, чтоб я исчез, да? Дядя Далол, что вы делаете? Забираю ослика. Это же мой ослик. Вы же подарили мне его. Я его вылечил. Отпусти. Иди у мамы спроси. Вместо благодарности упреки. Пусть исчезнет. Говорю, пусти. Я же говорила, не имей дел с этим бессовестным. Давай вперед. Эх, проклятый, иди вперед. Это мой ослик. Это гнусно. Вы не правы, дядя Далол. Вы же подарили мне этого ослика. Я его вылечил. Отпусти, я сказал. Один это ты, другой этот ослик. Третий это ты. Пройди сюда, Армон. Отпусти, говорю, отпусти. Дядя Далол, дядя. Отпусти. Пройди сюда. Да забери свое седло. Иди отсюда. Пошли, пошли. Эх, не надо было ничего дарить. Вставай, пойди туда. Говорила же, не имей дел с этим бессовестным. Увидел? Бессовестный.
Ты куда? Армон! Ну как, пойдет? Да, пойдет. По рукам? По рукам. Бери велосипед. Спасибо. Удачи, будь здоров. А ну-ка дорогу! Смотрите на этого наездника. Какая у него лошадь. Если бы не я, ты бы никогда не сел на этого осла. Ты попрошайка. Что говоришь? Попрошайка? Твой отец сам мне его подарил. Врешь. Ничего он тебе не давал. Это ты врешь. Ты, как твой отец, врун. Что ты сказал? Я сейчас тебе нос сломаю. А ну-ка попробуй. Думаешь, я боюсь тебя? Я его вылечил, а ты сидишь и хвастаешься. Даже сидеть на нем нормально не можешь. Получше тебя сижу. Да тебе и сидеть ты не до чем. Иди отсюда. Эй, что ты делаешь? Не вмешивайся, Насим. Ты в жизни не сможешь догнать этот велосипед. Что сказал? То, что слышал. Давай поспорим. Давай. По-любому, я на велосипеде обгоню твоего осла. Спорим на твой велосипед. Давай. А ты что ставишь? Да хоть этого осла. Все равно ты сзади только хвоста его увидишь. Даешь слово? Потом, как твой отец, не будешь жалеть? Обещаю, перед этими свидетелями. Это мой осел. Я его хозяин. Спорим. Спорим. Едете до финиша, вон до того белого флажка, и обратно возвращаетесь. Понятно? Готов? Готов. Готов? Готов. Приготовились. Раз, два, три. Поехали! Иди. Вперед иди. Где он? Иди сюда. Проклятый необрезанный. Что ты наделал? Почему ты его со осла столкнул, а? Он сам упал. Я ничего не делал, дядя Далол. Он сам на ослика поспорил, обещал отдать. Ты безродный оборванец. Что на моего осла прилип? А? Смотрите, что этот необрезанный творит. Мой осел не дает ему покоя. Отец от них сбежал. Они на чужое добро зарятся. Отец никуда не убегал. Он не бросал нас. Ах так? Тогда где он? Он зарабатывает деньги на мое торжество обрезания. Деньги? Твое обрезание никогда не состоится. Понял? Понял? Ах, проклятый! Что ты делаешь? Эй, бессовестный! На, забирай бездельника.
Чтоб его нечистая рука никого не трогала. Разия, успокойся. Смотрите, что наделал этот хулиган. Что сделал? Чтобы овладеть моим ослом, он толкнул моего сына. Нет, он его не толкал. Врет! Я его не толкал! Он толкнул? Да, толкнул. Я же не толкал тебя, врет! Закрой рот, необрезанный. Успокойтесь, успокойтесь же. Нехорошо при людях. Я теперь понял, почему отец ушел от вас. Он не бросил нас! Ты безбожник! Какое твое дело, где мой муж? Ясно то, что он бросил вас. Неправда! Он зарабатывает на мое туй обрезание. Ничего он не принесет. Ты стал на девушек заглядываться, но до сих пор не обрезанный. Твоего обрезания никогда не будет. Ты так и сдохнешь. Мой сын в 100 раз чище и порядочнее тебя, понял? Я, как истинный мусульманин, слава богу, сыграл обрезание сына как положено. А твой сын пусть так и ходит, позорный и необрезанный. У меня будет туй обрезание. И во сне не увидишь. Не спорь со взрослыми, иди домой. До месяца Рамазан будет туй обрезание. Армон! Что? Если состоится, то ослик твой. И я брошу свое посредничество и уйду с базара. Но если туй обрезание не состоится, ты с матерью исчезнете навсегда из нашего кишлака. Я согласен. Армон! Поклянитесь, что сдержите свое слово. Армон! Сначала ты поклянись, малявка. Клянусь во имя Аллаха. Если до Рамазана Армон! не сыграем туй обрезание, Армон! навсегда покину Амандару и никогда не вернусь. Не забудь свою клятву. Иди, не спорь с ребенком. Нет, пусть он тоже поклянется. Иди домой. А ну-ка, поклянись. Хорошо, я тоже клянусь. Хорошо. Я клянусь, что если до Рамазана ты, малявка, сыграешь туй обрезание, я отдам тебе осла и брошу свое ремесло посредника. Иди отсюда! Не равняйся с ребенком! Уходи! Я-то пойду. Но скоро вы исчезнете из этого села навсегда. Посмотрим. Давайте, расходитесь по домам. Расходитесь по домам. Не грустите, мама. Как же мне не грустить, сынок? Что же ты наделал? Как мы выпутаемся из этой ситуации? Папа обязательно приедет. Он мне обещал. Я верю ему. Ты еще совсем ребенок. Сколько таких мальчишек, как ты, напрасно ждут своих отцов, что они вернутся. Люди говорят, у него там уже другая семья. Не верьте им, мама. Наш папа не такой. Он вернется. Мне кажется, он уже забыл про нас с тобой. Спи, сынок. Спи, сынок. Нет, это не так. Я его найду. Как же ты его найдешь? Обязательно найду.
Папочка, а когда на участке посадим деревья? Надо проложить воду с родника. Пока воды нет, нет смысла что-то сажать. Молодец, сынок. Молодец, сынок. Папа, я вас найду. Непременно найду. Акилова? Да, проходите. Здравствуй. Куда идешь? К отцу. А твой отец где? В России. В России? Ты что, на этом велосипеде собираешься в Россию? Да, мне очень надо. Прошу вас. Ты куда? Стой, говорю! Умоляю вас. Мне надо к Ты отцу. куда? Мне очень нужно. Пропустите меня, пожалуйста. Товарищ капитан, вот, хочет незаконно пересечь границу. Мне очень нужно. Прошу вас. Мне надо к отцу. Пропустите. Мне надо к отцу. Пропустите. Успокойся, сынок. Армон? Что ты здесь делаешь? Вы его знаете? Это мой сосед. Что случилось? Армон? Дядя Али, на этой машине в Россию не собираетесь? Не знаю. А что? Я бы поехал с вами. Держи, путешественник. Где ты был, Армон? Все равно я его найду. Армон, где ж ты ходишь, сыночек? Я не раз говорил, что нужно делать самим обрезание Армону. Что тут такого? Позовем несколько стариков, дадим плов соседям. Там много денег, не надо. Неужели не осилим? Брат, Мардон всегда мечтал сыграть достойное торжество для сына. Он просил, чтобы его дождались. Как без разрешения отца? Если так, то куда он пропал? Его сын почти стал мужчиной. Стыдно перед людьми. Сыграли достойное торжество? Как это? Достойно.
Дядя, тут дело не в больших расходах. А в чем дело? В чем дело? Армон, не мешай взрослым разговаривать. Хочешь пышное торжество? Да идите, вы не понимаете. Что? Все, достаточно. Ты кушай. Мы найдем средства на поездку. Езжай к мужу. Ваш брат попросил, чтобы я вас встретил. Спасибо. Вы знаете адрес? Вот, пожалуйста. Смотрите, ребята, необрезанный пришел. Что он здесь делает? Это река не твоего отца. Понял? Ты нам сейчас всю воду испачкаешь. Ребята, да он все равно купаться не умеет. Я лучше вас плаваю, поняли? Что ты сказал? Что слышал, Рауф Толстяк? Да он простой хвостун. На самом деле он трус. Трус! Вы сами болтуны и трусы. Что он сказал? Я не трус, поняли? Грязный сирота. Ты только болтать умеешь. Ты трус. Иди отсюда, необрезанный. Ты здесь не будешь купаться, понял? Что смотришь? Если такие смелые, давайте посмотрим, кто сможет пройти по старому мосту. Пошли! Ну что, не можете? Испугались? Никто не испугался. Нурбек, пошли. Смотрите, трусы, как надо. Осторожно, Армон! Осторожно, Армон, не надо! Осторожно! Армон, все, возвращайся! Ты упадешь! Ну что, кто теперь трус? Я не пойду.
Пойдем, нас засмеют. Пойдем вместе. Пошли. Ребята, осторожно! Не идите, ребята, сорветесь! Рауф, держи крепко! Ладно, возвращайтесь. Дальше доски совсем слабые, могут не выдержать. Я поверил. Возвращайтесь. Ребята, осторожно! Нарбек, помоги Рауфу! Нарбек, помоги! Помоги, Нарбек, пожалуйста! Нарбек, помоги! Держись, я сейчас помогу! Нарбек, помоги! Не двигайся, Рауф! Держись крепче! Помоги, Армон! Осторожно! Спасибо! Проходи вперед! Спасибо! Иди, не бойся, Рауф! Давай сюда! Во имя Аллаха, который создал сады. Поливай водой. Другие посадили, мы кушали. Мы посадим, чтоб другие кушали. А своя земля не пойдет? Чужая земля лучше.
Как сад назовем? Сад Армона? Сад Нозы. Армончик, идем кушать. Я приготовила тебе угро. Ах, бабушка. Чую, скоро придется Далолу вернуть осла настоящему хозяину. Давно пора было этого бесстыдника проучить. Бедный Адолат. Не повезло ей с мужем. И дети непутевые. Нос хорошая девочка. А вот старший весь в отца. Да нет, бабушка. Он тоже неплохой. Просто в жизни еще не разобрался. О, а ты уже успел разобраться. Потому что отец меня правильно воспитал. Воспитание. Оказывается, воспитанность не зависит от возраста. Единственный сын, которого я вырастила в одиночестве, физически вырос, но не умственно. Все труды пропали. Теперь моя участь — ожидание. Ожидание чего, бабушка? Не знаю, сыночек. Может, смерти. Может, сына. Кто раньше придет? Я чай ставила. Ну ты учись, сынок. Все наши несчастья от безграмотности. Бабушка? Бабушка! Мама? Мамочка! Да, моя душа. Приехали? Приехала, сыночек. Где папа? Нашли? Папочка! Папа! Папочка! Папа! Папочка, папа! Почему плачете? А где папа? Бабушка, а папа приехал? Ладно, доченька.
Я пойду. Береги себя. Все будет хорошо. Сами устроим большое торжество. Армонджон, не грусти. Душа моя, я пошла. О, Господи. Спасибо, мама. Простите за беспокойство. Не говори так, доченька. Ты что делаешь, сынок? До месяца Рамазана остались считанные дни. Мы должны сами устроить торжество. С тем, кто предал нас, явно нам в жизни не по пути. Мы не готовы. Надо идти к Далолу. Не говорите так, мама! Мы не должны поклоняться таким нелюдям. Но отец пожалеет, что с нами так поступил. Я должен идти к кузнецу. Армон. Что случилось, Ноз? Тебя кто-нибудь обидел? Да не реви ты. Скажи, что случилось? Может, я смогу тебе помочь? Папа денег дал. Сказал, чтобы мы с братом на рынок сходили. Ты деньги потеряла? Вот. И ты тоже так думаешь? Не плачь. Это Нарбек потерял. А сам домой побежал. Первым сказать, что это я их потеряла. Много денег было? 20 самани. Папа меня убьет.
Он Нарбеку поверит. Куда? Пойдем. Пошли со мной. Пошли. Эй, нет, я не пойду. Давай, пошли. Никого нету. Ух ты! А тут что такое? Один, два, три, Самон. Вот, держи. Эх, молодец, сынок. Никуджон, ломай дрова помельче. Хорошо. Дядя, а мне что делать? Иди, Армончик. Завари чай. День добрый. Проходите, соседи, проходите. Вы не устали, девушки? Нет, сестра. А что нам уставать? Армончик, сынок, завтра для плова надо моркови купить. Килограммов 40-50. Хорошо, мамочка. Сейчас принесу денег. Кошмар! Украли! Свадьбу испортили! Люди! Украли! Позор! Слышали новость? Что за новость? Розию обокрали! Украли деньги, которые она собирала на туи обрезание. Эх, откуда? Какие у них деньги? Врут все? Отойди. У них были деньги, сама видела. Ты скверная. Что так на меня смотришь? Скажите честно, вы не знаете, куда пропали деньги Армона? Какие деньги? Закрой свой рот. На собственного мужа наговариваешь? Это чьи часы? Мои. А как они появились в доме Розии?
Последний раз говорю. Закрой свой грязный рот. До каких пор терпеть буду? Ах, ты на мужа руку подняла? Пойди сюда! А ну, пойди сюда! А что вы хотите? Чтобы я опозорился на весь мир? Чтобы я сказал: Армон, прости, вот тебе ослик? Вы этого хотите? Вы этого хотите? Я тружусь с утра до ночи, чтобы вы, дармоеды, не голодали, по улицам не попрошайничали. Я всю жизнь терпела твои упреки и измены. Ты как мог меня унижал. Ни меня, ни мою родню не уважал. Но если ты не вернешь украденные деньги, я уйду и детей заберу. Куда ты уйдешь? Кому ты нужна? Твоя мама на следующее утро прибежит, умоляя, чтобы я тебя назад принял. Ты вернешь деньги или нет? Никуда вы не уйдете. Дети, собирайте свои вещи. Мы пойдем. Куда? А ну вернитесь! Вы никуда не пойдете! Вы никуда не пойдете! Не могу понять, кто мог украсть наши деньги из дома. Не переживай ты так, сынок. Завтра я поговорю с твоим дядей. Что-нибудь придумаем. Учитель тоже обещал, что поможет. Нет, мама, поздно уже, поздно. Мы уже ничего не успеем. Завтра надо заплатить музыкантам и чайхайщику. И за бычка тоже. У дяди нет столько денег. Это все проделки проклятого Далола, чтобы Бог его наказал. Я уверена, что это он. Подожди, сейчас же пойду к нему. Не надо, мама. Вы ничего не сможете доказать. А вдруг это не он украл наши деньги? Если не он, то кто? Только он так ненавидит тебя. Я пойду и верну деньги. Нет, мама, вы не пойдете. Пойду, и не останавливай меня. Нет, мама. Здравствуйте. Доброй ночи. Я снова пришла. Проходите, пожалуйста. Это что, мама? Эти деньги для чего? Армончик, мой внук тоже. Ты моя душа. Еще раз здравствуйте. Мы снова пришли. Вы не унываете? Доброй ночи. Здравствуйте, учитель, как сами? Здравствуйте. Привет, Насим, как дела? Для Армона подарки принесли. Хорошо сделали. Передавайте. Нет, тетя, не надо. Почему отказываешься, доченька? Возьми, Разия. Это от женщин села. Бери, не стесняйся. Не знаю, что и сказать. Спасибо вам всем. Не уставайте, соседи. Здравствуйте, здравствуйте. Доброй ночи. Здравствуйте, здравствуйте. Адалат! Эй, Адалат!
Папа! Я знал, что вы приедете, папочка. Папина душа. Молодец. Принесите тюбетейку отца. Вот, пожалуйста. Уважаемый Махмадар-Чап, дайте благословение. Во имя Аллаха. Аминь. Во имя великого Аллаха, пусть благословит Аллах жизнь его. Пускай вырастет славным и смелым, прослужит народу и стране. Аминь. Эх, молодец. Крепче кусай лепешку. Хо! Ура! Да будет легкая рука мастера! Поздравляем! Поздравляем! Успокойся, сынок, успокойся. Вот теперь ты стал мужчиной. Вода пришла! Вода! Папа! Вода пришла! Папа, вода пришла! Давай, сынок, теперь устроим сад. Роли озвучивали Максим Лукин, Константин Агеев, Елена Балина, Ирина Демидова, Виталий Котов, Руслан Исмагилов, Сергей Уст, Елизавета Спектор.